А самому хану Кене Сыпатай-батыр выделяет одно из лучших мест в своих владениях. В целом, взаимоотношения Кенесары и Сыпатая были непростыми. С одной стороны, они оба вели борьбу против политики Коканда и Хивы завоевать казахские земли. С другой стороны, Сыпатай отрицательно относился к крайне жестокой политике Кенесары по отношению к тем, кто отказывался поддержать его восстание. Дело в том, что обожавший свою родину Кенесары мало беспокоился тем, сколько простых казахов положит голову на пути достижения независимости. Сам готовый отдать все ради своего народа, Кенесары считал, что и все казахи должны быть готовы пожертвовать, как и он сам, всем ради свободы казахского народа. А те, кто выступает против, это есть предатели и враги, с которыми нужно жестоко расправляться. Не зря в казахской истории до сих пор вызывает дрожь такие факты жестокости хана Кене, как мучительная казнь в Торгайской степи 44 казахских султанов и сожжение заживо одного из вождей рода Жаппас, которые отказались поддержать его борьбу. К 1847 году положение хана Кенесары становится очень тяжелым. Против него складывается союз России, Коканда и Хивы. Кроме того, против хана Кене также выступают самые влиятельные казахские правители того времени, которые были недовольны супержестокой политикой хана. И в этой ситуации хан Кене решает отступить в киргизские земли, которые на тот момент тоже находились в подданстве Коканда. Кенесары рассчитывал, что он, как прямой потомок Чингисхана, сможет убедить киргизов избрать его своим ханом и сможет объединить казахов и киргизов в борьбе не только против Коканда, но и Российской империи. Идея в принципе была неплохая, но Кенесары совершил 3 ошибки. Во-первых, он стал требовать от киргизов, чтобы они избрали его ханом. А ведь киргизы давно уже были самостоятельным народом. Во-вторых, Кенесары, как и в Казахстане, стал жестоко наказывать те киргизские аулы, которые отказывались признавать его власть. В-третьих, хан Кене просто игнорировал советы таких влиятельных соратников, как Сыпатай-батыр, считая, что он сам лучше знает, как поступать в той или иной ситуации. В итоге против Кенесары объединился весь киргизский народ, который решил дать отпор жестокому хану. И тут нам говорят, что накануне решающего сражения с войсками киргизских манапов Сыпатай-батыр покинул хан.